Количество точек незаконной торговли из года в год остается на том же уровне. Не всех предпринимателей пугают штрафы за торговлю в неположенных местах. Это касается всех, от владельцев палаток до рядовых бабушек, которые выходят на улицу продать выращенный на своих 6 сотках урожай. Хотя на продавцов садово-огородной продукции глаза закрывают. Как говорится, надо же пенсионерам как-то выживать. А вот качество молочных продуктов, которые часами стоят под палящим солнцем, вызывает много вопросов. В основном мы составляем протокола в отношении тех, кто торгует фруктами, овощами, одеждой. Разрешено торговать тем, кто продает продукты со своего огорода, то есть сельхозпродуктами. Бабушки, которые продают молоко, мед, рассаду со своего огорода, то есть их это не касается. Незаконные торговцы оказались резвее сотрудников надзорных органов. Они спешно ретировались, побросав коробки и табуретки. При виде комиссии некоторые спешат свернуть свою скромную лавочку, иные, развернувшись на несколько прилавков, даже не подозревают о незаконности своей деятельности. В отношении правонарушителей составляется протокол административного правонарушения по статье 13.16, то есть организация и осуществление несанкционированной торговли и оказание бытовых услуг населению на территории общего пользования. В отношении по результатам проверки у нас проводится заседание административной комиссии, на котором решается вопрос о назначении административного наказания. Для граждан административный штраф составляет от 500 до 1500 рублей, на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей. В городе отведены специальные места для торговли своей продукцией, однако сельчане и садоводы предпочитают оживленные центральные улицы. Причем не из соображений экономии на плате за место на рынке. Проходимость здесь гораздо выше, а значит шансов продать свой товар в несколько раз больше. Ну а подобные рейды будут проводиться регулярно и впредь. Алина Полянская, Гуль Хамитова, Дамир Хайбулин, телекомпания СТВ.